учить кого-то там, все что угодно можно делать. Да? И иммигранты в нашей ситуации не так важно, но иммигранты с точки зрения Европейского Союза крайне важна тема. Вот видите, почти 5% молодежи занимается открытием бизнеса в период 2016-2015. То есть, смотрите, 5% не целых. Мы говорим о том... Нет, спасибо, все, спасибо огромное. Это опять золотой фонд. Если кто-то в школе там, проявляет, в университете какие-то особые таланты в открытии бизнеса, старается просто, да, надо ему там бить по рукам, надо к нему какие-то особые требования предъявлять. Более того, даже если он обанкротился, там, дайте венчурные деньги на, может быть, молодежный там фонд, дайте, пусть он, если не украл, да, вот, то просто, ошибся, опыт наработал, идем дальше. Вот это Европейский Союз. Вот, причем, вот видите, цифры не говорит, что там в Европейском Союзе там каждый второй молодой человек занимается предпринимательством. Опять, видите, только целых 5% это очень-очень мало. Но что они делают? Эти люди делают занятость там, где никогда не доходит большая рука там, государства, большие города, эти люди в регионах работают, там, собственно, где они живут. И альтернативы этому, децентрализованности создания рабочих мест просто нет. Когда мы говорим, там, забегая вперед, про 1 000 000 новых рабочих мест в Беларуси, мы не говорим, что есть какое-то министерство, там, ведомства, концерны, большие там, компании, которые будут создавать централизованно рабочие места. Сегодня, даже если большая крупная корпорация входит там, в страну, она там 1000-2 рабочих мест создает, ну, слава богу, ей надо поаплодировать, там, дай бог ей счастья, удачи, пусть с роботами, пусть там, современными технологиями, пусть создают. А если мы в это время делаем 10 000 занятых, самозанятых, которые создадут еще там 2-3 рабочих места себе, вот, пожалуйста, 30 000, там, в 10 раз больше, чем крупная корпорация. У нас же у властей есть такая идея фикс, что вообще инвестиции иностранные, там, меньше $1 миллиарда нам не интересны. То есть такое отношение, заметьте, нашего руководителя, он ездит во все страны, или к нему приезжает и говорит, надо $1 миллиард. $1 миллиард. $1 миллиард какой-то порог, психологическое сечение, а до этого, собственно, наверное, люди что не существует. Вот, сами заняты в общем числе заняты в экономике. Видите, 4,9% Россия, сравнится с Румынией, с Италией, с Польшей, с Чехией, Великобританией, то есть страны, которые там и вновь вступившие в Европейский Союз, и те, которые в Великобритании, например, уже, понятное дело, это уже издавна очень богатая страна, и все равно 13% общего населения, где самозаняты. Ситуация, когда развивается, там, например, экономика совместного пользования, когда фрилансеры появляются, когда сеть становится глобальными, число самозанятых будет увеличиваться. Потому что ты можешь сидеть там, не знаю, в Речице, или в Детройте, или там в Бирмингеме и работать на корпорации, которая в Южной Корее находится, в Китае, в Сингапуре или там в Южной Африке. Это уже реально настоящее на сегодняшнего дня. То есть, если ты квалифицированно подходишь к тому, что ты имеешь в виду, что ты умеешь вообще продать, на рынке труда предложить, вот такие сюжеты. Поэтому самозанятых в экономике и вообще сюжет, связанный с тем, что мы не будем поддерживать маленьких ИП, там, вот это грубейшая ошибка, которая может стоить экономике 10%. Реиндустриализацию, новую индустриализацию, сохранение промышленности и так далее, и так далее. Вот смотрите, как менялась занятость промышленности в богатых странах. Вот, было Франция 14, стало 10, Канада 14, 9, Италия 21, 16, Япония 20, 15, 14, 10. То есть везде идет сокращение. Не только потому, что Китай оттягивал, аутсорсинг идет, а потому что технологий много, потому что есть сектор услуг. И в Беларуси, сколько в Беларуси занято в промышленности? Сколько, вот видите, доль, если бы сказали, сколько от всей общей занятости занято в промышленности в Беларуси? Ну, примерно там, навскидку 60. Еще какие варианты? 5, 30. Ну, как вы знаете, белорусская экономика. Блин, вы к арбитрату идете. Вы же должны знать, более-менее в каком-то одном поле быть. А вы как бы стреляете, как... 24%. 24. Где вы видите 24? Это 95-й год, и то такого не было. То есть сохранить 24% в Беларуси, даже 20% с нашими технологиями, это крайне сложная задача. Более того, если будете 20%, значит вы будете консервировать старое. Вы будете работать на свой рынок, на рынок непонятно каких стран, потому что никому это не будет нужно. Что там поставить там, тысячу роботов, вот, и все, они будут работать быстрее, эффективнее, производительнее и дешевле. Сколько роботов в Беларуси работают на заводах?
или, скажем так, доля роботов, используемых в Беларуси в общем количестве мировых роботов. Ну, я не сказал. 24 роботов. Вот, это тоже важно, потому что роботизация это часть вообще всей системы, которая новой четвертой промышленной революции, роботизация. Современные роботы, не такие роботы, как раньше были, там один штампует, там другой, это совершенно другие роботы, там, с искусственным интеллектом, с там, виртуальной реальностью, добавленной реальностью, там, которые делают там, и 3D принтинг и все, там такие совершенно вещи, совершенно космические. Да? Если мы говорим, что мы будем помогать этим предприятиям ВВП, кто должен создавать эту вот добавленную стоимость богатства страны? То есть не бывает такого, что если взять опять-таки 100 предприятий, если бы к нам пришел там элита Forbes, да, и сказали, мы Беларусь выбираем, мы вот здесь работаем. И Amazon, и Google, и Facebook, и там все-все-все, и то бы столько не было, наверное. Потому что, ну, а почему они к нам должны прийти? Почему, что мы такого особого им предлагаем? Предлагаем там энергию по 1 цент киловатт-час, или аренду там помещений хорошие, или право собственности хорошие, или у нас там лоукостеры летают там каждые 15 секунд с минус 2. Что вообще ничего? Так я просто говорю про это, что в Гродно лоукостеры есть? Нету. Почему нету? У нас Ми-2 летает. Ну вот супер крутой лоукостер вообще. Да? Ставки по налогам на социальный на фонд заработной платы твоего, они в 2-3 раза меньше, да, чем те, которые используются для юридических лиц. То есть если у нас сегодня 3-4 плюс 1, то на ИП надо либо вообще, чтобы их не было, либо было там 5% каких-то там условных, либо тот вариант, который мы предлагали еще с 2005 года. Каждый данный предприниматель самозанятый открывает личный накопительный пенсионный счет, и он там кладет на свой личный накопительный счет 5-10%. Все, то есть он, но при этом он, конечно же, понимает, что если он выйдет на пенсию, то не может рассчитывать на те деньги, которые ему даст государство, тем самым он и берет ответственность за себя. А тот факт, что он создает рабочие места, самозанятость, не требует деньги из бюджета, то сам факт по себе является крайне-крайне важным. Что блокирует развитие? Два сюжета в Беларуси сначала, сравним Россию и цифровой экономики. Скажите, пожалуйста. Еще важно знать для того, чтобы не болеть пунктизмом. 0,0 в мире? 0,0. 0,7. Это я когда там идет спор в отношении там, национальной идеи, говорю, давайте нашу национальную идею. Беларусь 1% мировой экономики. То есть, грубо говоря, в 10 раз больше, чем сегодня. Красное за красное. Для того, чтобы это все и мобилизация и общества, и бизнеса, и государства, вот что важно. Да? Только это может нас спасти. Вот. А рабочие места создают, понимаете, вот, те люди, о которых я говорил. Там, в Гродно великолепный потенциал, там, в Витебске, везде есть классные люди. Главное, чтобы они имели то, что мы предлагали. Это так или иначе есть вопрос реализации и создания в Беларуси, по сути дела, европейской структуры рынка труда и народности белорусской нашей экономики. Спасибо большое за внимание. Русские купят только тогда, когда русские дадут взятку нашим, и тогда это уже будет просто захват системы. То есть это совершенно спокойно. Я уверен, что есть механизмы, сам их давно предлагаю, как сделать так, чтобы доля одной страны на рынке банковского капитала или финансов была не больше 20%. Все. Ну, кстати, причем Нацбанк сейчас сегодня то же самое делает, потому что Белый инвестбанк хотели купить русские, но и не продадут русским, продадут Европейскому банку развития. Например, банк, там еще какой-то там, Белый инвестбанк, то же самое, Белый инвестбанк, которые хотели продать там исключительно немцам и итальянцам, вот они на сами грузят, потому что они не устраивают их условия. В отношении Моторсичи. да. Ну, не только мы, это Моторсичи, Ну, например, да. Значит, вопрос издержек и условий заключения договора. Да? Когда Моторсич, товарищ, который тоже редиска, мягко говоря, то есть тоже идиот, там, противный,